Многоэтажный жилой дом, который был разрушен на днях 2 вражескими ракетными ударами, находится в центре Лисичанска. Эти обстрелы ВСУ пытаются парализовать мирную жизнь в подшефном городе Татарстана. Бьют по жилым кварталам, по людям, по центрам гуманитарной помощи, по складам из Татарстана. Чудом никто не пострадал из посетителей и волонтеров. В Центр гуманитарной помощи Лисичанска, куда доставляются продукты питания из Республики Татарстан, ежедневно приходят люди. Много малообеспеченных, потому что есть и многодетные, и люди преклонного возраста. О происшествии лисичанцы узнали на утро, когда пришли в центр. Мы шли утром на работу, люди как бы уже осведомленные рассказали, что тут было попадание. Но на утро был очень сильный туман, поэтому мы шли и уже практически возле входа это только увидели. В результате взрыва работа Центра гуманитарной помощи на несколько дней была парализована. Помещения, которые находятся на цокольном этаже многоэтажного жилого дома, серьезно пострадали от ракетного удара ВСУ. Верхние этажи обрушились прямо на склады и площадку, где обычно происходит выгрузка продуктов питания. Теперь дверь в разрушенные коридоры заварена железом, а заносить товар придется по лестницам. Сейчас будет, если продукция приходить, не тут, где основной вход, где сейчас продукцию получают, а та вторая дверь, оттуда будем получать и мешки, коробки. Было очень удобно, машина приходила, и мы рохлой полностью вывозили. А сейчас на данный момент пока это все будет, придется полностью все вручную делать. На складах центра посылки от предприятий Республики Татарстан, продукты питания и предметы личной гигиены. Все произведено в Татарстане. Все время нам гуманитарку возит Татарстан. Ой, какое им большое спасибо. Это люди вообще золотые люди. Сочувствуют людям. Знают, что нам тут тяжело. Поэтому спасибо им большое. Мука, сахар, тушенка, крупы, сгущенка и даже кухонная утварь и одежда для тех, кто лишился крова в результате обстрела ВСУ. Все это приезжает колоннами гуманитарной помощи из Татарстана. Макароны, Татарстан. У нас продукция. Привыкнуть к вражеским обстрелам мирного города невозможно. Жители Лисичанска обсуждают это и в очереди за гуманитарной помощью. Вот здесь люди, гуманитарный центр у нас здесь получают. Там у нас дальше почта находится, там получают люди пенсию. Спасибо нашим ребятам, военным, этой армии российской. Господи, мы уже ждали, когда это все наконец-то уже здесь освободят от этих нацистов, от этих укропов проклятых. Пройдя через голод и бомбежки, лисичанцы уверены, эти вражеские обстрелы мирного населения – нацистские действия. От фашистов ждать хорошего ничего нельзя. Мы им не нравимся, потому что мы русские, вот и все. В результате обстрела жилого дома в Лисичанске без электричества остались жители 20 многоэтажных домов. На сегодняшний день подача электричества восстановлена. Работа склада гуманитарной помощи тоже. И никакие вражеские провокации не остановят процесс возвращения подшефного города Татарстана к мирной жизни. Алина Сулейманова, Булат Абдульманов, ТНВ.